Слово предоставляется активисту национального движения, депутату Судакского городского совета от партии Милли Фирка Шевкету Мустафаеву. Selamun aleyküm, sağ olun, hürmetli yakın dostlar, uzaktan gelenler, yakın yaşayanlar. Razı olsanız ben Sudak şebesinde güzel laf edeyim. Hepsi güzel anlamaz deseniz Rusça laf edeyim. Уважаемые гости, участники собрания, сегодня мы собрались с вами, чтобы определить круг вопросов, которые стоят на сегодняшний день перед нашим народом и его созданным органом Совет представителей. При наших разговорах я бы хотел, чтобы люди четко понимали, есть вопросы стратегические, это длительное развитие нашего народа, и есть вопросы тактические, это те проблемы, которые сегодня стоят, сегодня-завтра, которые необходимо решать. И наши советы, просьбы к Совету, я бы хотел, чтобы мы четко выражали, и они понимали, что же мы хотим сказать. Ведь в одну кучу можно наложить столько дров, что разобраться, где что лежит, очень-очень сложно. А работа, если у нас сегодня крымские татары – это особая нация, которая очень хорошо разбирается в строительстве. Ну вот представьте, что прибегает специалисты, которые роют фундамент, и тут же прибегает тот, кто будет крыть крышу и кричит, что надо делать. Вот давайте мы не будем вот так вот все вопросы в кучу взваливать, а аккуратно, точно, спокойно работать, чтобы было понятно, что мы хотим и куда мы идем. В вопросе государственного строительства есть два пути. Весь мир так он и прошел. Это вооруженная борьба. И второе – метод постепенного движения, разговора с властью. На первое мы готовы? Вот честно, каждый из нас готов завтра взять в руки оружие и отстаивать нашу государственность? Нет. Если нет, тогда не надо врать людям. Надо честно сказать: Джема, вот этот путь мы не осиливаем. Малый пример. Чечня. Уважаемые люди, Дудаев и остальные, они хотели это сделать. Чем закончилось? Половина народа истребили. Йорганга горе, аяхларга узад говорят. Поэтому серьезный вопрос о государственности давайте не будем забалтывать. Мы, партия Милли Фирка, разработали программу построения этой государственности. Да, она длительная, но если кто-то способен предложить что-то лучше и конкретнее, мы готовы выслушать. Это по государственности. Значит, остается один путь. Это совместная работа с существующей властью. Хорошая она, плохая, нравится нам, не нравится. Это не наши проблемы. Нас 0,5% на Украине. Мы можем решить вопрос президента или Верховной Рады Украины? Нет. Зачем нас тогда обманывать? Зачем из нас делать великих политиков, которые ведут всю эту бойню? Это кому-то выгодно. Вот кому выгодно, вот пусть он и занимается этим. А мы, народ, мы хотим спокойно на своей земле, на которую мы с таким трудом вернулись, строить, обустраиваться, рожать детей, учить язык, восстанавливаться. А это можно сделать только мирным путем. Поэтому я бы очень хотел от вас всех, когда мы говорим вопросы, чтобы четко мы ставили ударение, где, что, когда можно делать. В отношении тактических вопросов, то, что можно делать сегодня и завтра, да, вот об этом надо рвать душу и говорить так, потому что это надо делать. Вопрос сохранения языков, нашего родного языка, я уже не буду говорить здесь про швед, это наш крымско-татарский язык, общий. Я очень хотел бы, чтобы Совет одной из первых программ провел конференцию, каким образом сегодня можно сохранить язык. Потому что те деятели, которые сегодня занимаются этим, на мои вопросы отвечают, что ты ничего не видишь, мы так много сделали, а ты не хочешь видеть. Я вижу, что язык исчезает. Вот это главный критерий. И что надо сделать, чтобы его спасти? Я думаю, мы совместно вместе должны думать. Второй вопрос. Вопрос обустройства.
Многие говорят, да хватит вот заниматься тут водой, всем есть такие большие проблемы. А я бы хотел у этого специалиста спросить, если ребенок по грязи бегает и приходит в холодную неустроенную времянку, о какой великой политике ты можешь болтать? Тебе не стыдно перед вот этим 5-летним ребенком, который по колено в грязи идет в свой, даже не в детский сад, а в какой-то это. Вот о чем мы должны сегодня говорить и думать. Народ – это не чья-то политическая партия, которую он в карман положил и когда надо будет показывать, вот крымские татары. Нет, народ – это живой организм, который живет своими проблемами, своей жизнью, и он хочет развиваться так, как он этого желает. А кто хочет заниматься политикой, создавайте партии, группы и говорите, я занимаюсь политикой, вот такие интересы. И все. И не надо впутывать весь народ, устраивая тут большой базар. И еще последнее. Совет представителей – это орган, который с таким трудом родился. Потому что мы видели уже один совет, который родился в 99-м и медленно умер в 2010-м, так и ничего не сделав. Игра в политику их довела до конца. Поэтому я бы очень хотел, чтобы наши представители более активно занялись формированием этого совета. Ведь совет – это не те люди, которых сюда назначили, и мы теперь все будем сидеть, ждать, а ты что делаешь? Нет. Совет, я думаю, это мы все. Все в меру своих сил, своих возможностей будем брать и делать то, что может. А наше предложение и решение предлагать совет, который будет их двигать дальше. Вот это самое главное. Если мы сумеем вот так настроиться на работу, я думаю, у нас получится. Sağ olun.